Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – профессии будущего. Цель обучения – определять значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту, аргументировать свою точку зрения на основе аудиовизуального материала. На уроке вы будете отвечать на вопросы, аргументировать свои ответы, объяснять значение незнакомых слов и словосочетания по контексту. Ребята, перед тем, как мы с вами начнем наш сегодняшний урок, давайте вспомним, что такое профессия. Профессия – это труд, который требует от человека определенной подготовки, немалых знаний. Профессия – это то, чем человек занимается. По-другому это его работа. Первое задание. Выразительно прочитайте текст. Озаглавьте его. Постарайтесь правильно произнести выделенные слова. Давайте вместе прочитаем. Когда-то давно был рудокоп. Он спускался под землю. А потом он стал называться шахтером и также спускался под землю. А теперь он программист. В шахту не спускается. За пультом он сидит и управляет. А уголь робот добывает. Озаглавили? А теперь ответьте на вопросы. О какой профессии идет речь? В чем заключается его работа? Есть ли разница в добыче руды угля? Кто из них из прошлого? Кто из настоящего? А кто из будущего? Может ли исчезнуть эта профессия? Пофантазируй. Свой ответ аргументируй. Объясни значение выделенных слов. Критерий. Читает текст выразительно, осознанно. Дескрипторы. Придумывает название. Отвечает на поставленные вопросы по тексту. Дает полные ответы. А сейчас, ребята, перед тем, как вы послушаете текст, ознакомьтесь со словами-помощниками. Слово «урбанизм» в переводе с латинского означает «городской». Слово «сити» в переводе с английского означает «город». Фермер – это специалист в сельском хозяйстве. Выделенные слова обозначают профессии будущего. Попробуй по содержанию предложения определить, чем они будут заниматься. Подчеркнутые слова тебе в этом помогут. А теперь внимательно послушай предложения. Урбанисты-экологи создали проект «Как преобразовать наш город в умный, экологически чистый город».
Родители Даниэла открыли месторождение железной руды на Марсе. Они космогеологи. Сити-фермеры общества «Зеленый дом» на крыше нашего небоскреба вырастили очень вкусные помидоры и огурцы. Мы подъехали к заправке, и электрозаправщик заправил наш электромобиль. Запиши название профессии по алфавиту, разделив на слоги. А теперь, ребята, подумайте и закончите пословицы. В этом вам помогут слова-подсказки. И объясните их значение. А теперь, ребята, запишите в тетрадках пословицы, соответствующие схемам. Как мы видим из этой схемы, у нас предложения должны быть сложными союзом «а» и «да». Справились с заданием? Давайте проверим себя. Терпение и труд все перетрут. Под лежачий камень вода не течет. Делу время, а потихе час. Труд кормит, а лень портит. Глаза страшатся, да руки делают. А теперь давайте проверим предложения, которые вы написали по схеме. Первое предложение по схеме. Труд кормит, а лень портит. Второе предложение по схеме. Глаза страшатся, да руки делают. Я думаю, вы правильно справились с заданием. А теперь, ребята, рассмотрите кластер. Как вы думаете, останутся ли в будущем эти профессии? Что их объединяет? Почему в центре написано IT-технологии? Составь предложение, используя данные слова. Приведи примеры профессий на селе и в городе, где используются и будут использоваться ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, на казахском языке АКТ, ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Критерии. Пишет творческие работы на основе кластера. Дескрипторы. Составляет предложение, используя кластер. Проявляет творчество. Презентует работу в соответствии с распределенными ролями. Я думаю, ребята, что вы сегодня хорошо справились с заданиями. Молодцы! А теперь запишите домашнее задание. Найти в интернете информацию о профессиях будущего. Ребята, продолжив фразу, оцените свою работу на уроке. Уходя с урока, что бы вы хотели сказать?
На этом урок окончен. Спасибо за работу. До свидания.